9 мая 2021 года. Уфимский парк Победы, Черниковка. Несколько минут до торжественной церемонии возложения цветов к вечному огню. В этот день вся страна и вместе с ней Башкортостан отпраздновала 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В республике прошли праздничные мероприятия. В центре внимания везде ветераны. Глава Башкортостана Ради Хабиров в парке Победы. Здравствуйте. Здравствуйте. Праздника вас. Ради Хабирович, да. У меня к вам есть благодарные слова. Можно это выразить? Конечно, Или сейчас не... Нет, конечно, говорите. Да. Я фактически участник войны, и вы на днях подписали указ о детях войны. Я тоже изначально отношусь к ним, но у меня другие теперь заслуги. И вот за это я очень благодарен вам. В годы войны даже мы не сократили количество посевных площадей. Это благодаря нас, Этим людям, да. благодаря вот этих людей. Да. Я очень благодарен, что вы восстановили их заслуги, во-первых, и потом большая у меня благодарность. Вы возвратили все богатства Куштава в распоряжение республики. Это большие миллиарды денег и, как говорится, рабочие места. Это президенту спасибо нашему. Это огромное спасибо президенту. И потом я очень благодарен в вашей системе. Есть организация «Изглек благотворительность», которой руководит женщина Тазима Махмутовна и ее команда. Вот они мне эти социальные ежедневные помощи у меня помогают. И восстанавливают мою, как говорится, в глубоком возрасте общественную мою полезность. Да. Как бы я мог бы вот с вами так общаться? Большое вам за это. Спасибо вам за добрые слова. Вам здоровья крепкого и вас с праздником, конечно. Спасибо. Берегите себя, пожалуйста. Мы еще с вами пойдете на торжественный парад? Мы еще посмотрим, как наши... Пожалуйста, вот меня сопровождает. Все, спасибо большое. Спасибо, с праздником. Спасибо, всего доброго. Пойдемте. Давайте, я вас за вас. Давайте. Ради Фаридович, военно-патриотический клуб «Александр Невский», один из ведущих клубов, существует уже давно, возглавляет отец Виктор. Вы его, наверное, знаете, слышали? Товарищ глава республики, военно-патриотическое объединение «Александр Невский» ко дню 76-летия Великой Победы построен командир клуба гвардии, младший сержант запаса воздушно-десантных войск Литвяк. Здравствуйте, товарищи курсанты. С праздником! Ради Фаридович, Здравствуйте. ребята занимаются только год, но уже сегодня видно, насколько они готовятся. Расскажите немного о клубе. Военно-патриотическое объединение. Занимаемся по профилю воздушно-десантных войск. В клубе 17 дисциплин. Основной вид спорта — рукопашный бой. И остальные виды спорта, которые прикладные. А вы, я так вижу, сами служили, да? Так точно. 137-й гвардейский воздушно-десантный парашютный полк. Это где? Это в Рязани. Рязанский. Рязанский воздушно-десантный полк. Ну а так получается, они после завершения школы, там перед армией, они так приоритеты в десант попадают. Попадают, да? Да, так точно. Ну, конечно. Воздушно-десантные войска. Если... Они уже все знают, все умеют, они полностью готовы. А вот прыжки делают, нет?
С 14 лет дать гол. Ну вот после 14 можно сделать. Обычно, И вес 50 килограмм там должен минимум быть, чтобы парашют открылся. На 3 прыжка. Вот, Да, 3 прыжка обязательно, да. 50 килограмм вес, так точно. А укладку уже делают, вот, да? Укладку нет, еще не делаю. Возможности нету. Но строевая подготовка, вот внешняя строевая, да. выправка, да, вот физическая подготовка. У нас строевая стрельба, вот мы вчера вот изучали медицинскую подготовку, у нас было занятие. Автомат разбирать умеют? Автомат умеют разбирать. Они уже да. умеют разбирать. Они уже умеют, все курсанты вот Научатся эти. хорошо? Учатся хорошо. Оценки вот, проверяем. Спасибо. Праздником. Ради Федорович, у нас сегодня задействовано большое количество юноармейцев, и вот несколько юноармейцев, ну, скажем так, отличников. Арсен Альбертович, руководитель нашего регионального отделения, он же курирует ПФО, юноармейское движение. Несколько слов, Арсен Альбертович, пожалуйста. Ребят, подойдите сюда поближе. Подходите. Сквер открывали. Получается, сквер вместе с граффити. Такое граффити в России по своему масштабу, 13-этажный дом, это на МВД. Остановки, оно уникальное. И в сквере мы уже вчера приняли 12 юноармейцев. Это основная площадка будет как Кировского района, так, я думаю, и городская. Поэтому... И я думаю, что у нас вот эти скверы юноармейцев будут открываться во всех районах города. Да. А так у нас 23 тысячи юноармейцев Я об республики. этом и говорю. По-моему, наше юноармейское движение, насколько вот мы смотрим, одно из лучших в Российской Федерации. Вот это, чтобы вы тоже знали, оно лучшее и по количеству, и по содержательной работе с ними, и по успехам их, и так далее. Поэтому... Ну, кроме этого, мы еще рассматриваем с Сергеем Николаевичем, как раз в городе, может быть, там получится, там, как вот ребята говорят, как типа дома юнармии. Да, да. Крепкие юноармейцы. Спасибо. С праздником. Спасибо, с праздником. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником хочу вас поздравить. Спасибо. Доброго здоровья. Здравствуйте. С праздником. С праздником. С праздником. Сидите, пожалуйста. С праздником. Доброго здоровья. С праздником. С праздником. Ради Федорович, возложили цветы, трогательно, много ветеранов, атмосфера хорошая. Сейчас куда идем? Мы идем к памятнику Мусы Гареева, тоже будем возлагать цветы. И у нас вообще все эти дни идет большая программа. Но мне кажется, главным событием вот сегодняшнего дня это будет торжественное прохождение. Это парад с участием сил правопорядка, нашей воинской части, которая здесь есть. И все-таки людям интересно, мы договорились и привезли определенную военную технику, чтобы люди посмотрели. Поэтому это было решение мы приняли 2 года назад, что каждый год, несмотря, разумеется, если не будет вот таких событий, как пандемия, мы эти парады будем проводить. Вот это главное событие. А вечером салют, как всегда, люди будут гулять. Это праздник, самое главное. Вы Да. поручили каждому главе посетить каждого ветерана, Да. живущего на территории Республики Вот Башкортостан. мы посмотрим. Вот я был позавчера в Ильичском районе. У него 17 их осталось. В Напчико-Магурском районе их осталось 9 человек. Поэтому... Спасибо.
не могу не спросить. Понимаю, что вы хотите один побыть, но ведь красивая Уфа. Да, республика красивая. А вот это вот, я-то уже на эту территорию, вот на эту часть смотрю, знаете, с интересом таким, как ее сделать ближе к людям. Сохранив вот эту природу, обязательно сохранив ее природу, вот надо сделать. Ну и плюс у нас здесь, вы знаете, ходят электрички. Мы здесь транспортно-пересадочные узлы будем делать. То есть людей все-таки вот эта история Уфимского железнодорожного кольца, она мне покоя не дает. И вот она очень долгая будет. Ее уже будут доделать после меня. Но я уверен, что мы толчок дадим. И железнодорожное кольцо очень удобное, с хорошими транспортно-пересадочными пунктами будет. И люди будут пересаживаться с автомобилей туда. И вот мы же Орлан запустили. Прекрасно работает. Каждую неделю мы фиксируем количество людей, которые пользуются Орланом, увеличивается. Поэтому сейчас ведем переговоры, чтобы еще второй состав у нас пошел. Вот. Почему? Удобно, хорошо, вовремя. Поэтому, быстро. Да, и вот эти все нелегальные уже перевозчики, которые там возили с Стерлитамака, Уфу, с Кумертау, они уже все меньше начинают проседать. Спасибо. Пожалуйста. Да. Пойдемте. Военно-патриотический клуб «Витязь Юниор», если вы помните, 2 года назад вот тоже ребята встречались, вам докладывали, за 2 года они там уже в разы увеличили количество. Особенно работают с Черниковкой, Сергей Николаевич. Самое необходимое. Калининский район, Орджоникидзевский район. И вот это вот ребята, которые сегодня школьники, морские пехотинцы. Цветы нужны. Вот. Радик Фрич, какой красивый памятник здесь. Это, на мой взгляд, один из лучших. Мне очень нравится. С глубоким смыслом очень. Радик Фрич. С сержантом начинала же все-таки. Гвардии подполковник Дубницкая для выполнения боевой задачи прибыла. Разрешите праздничную программу городского округа город Уфа Республики Башкортостан, посвященную 76-й годовщине со Дня Великой Победы, открыть. Мне кажется порой, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в земле наш полегли когда, а превратились в белых журавлей. Справа! На край! Товарищ глава Республики Башкортостан, взвод роты почетного караула Уфимского кадетского корпуса в честь вашего прибытия построен. Командир взвода вице-старшина Тагалямов. Здравствуйте, товарищи кадеты. Здравия желаем, товарищ глава Республики Башкортостан! С праздником! Ура! 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 Вольное! Напрямик! Вон! Наслед! Вон! Равнение направо! Прямо шагаем!
Марш! Традиционно в Парке Победы встречаются Здравствуйте. ветераны. Здравствуйте. Здравствуйте. Праздником вас. Здоровья вам крепкого. Праздником вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Праздником. Праздником вас. Будьте здоровы. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное. Крепкого здоровья. Праздником вас. Хорошо выглядите. Молодцы. Да, вот. Настроение как? Хорошее? Посмотрим еще сегодня парад, да? Мы очень рады, что вот так получилось. Помолодеем еще. Давай, позади. Спасибо вам всем огромное. Спасибо. От души. Самое главное, будьте здоровы, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Я прошу следовать за мной. В этом году город сделал конкурс между дошкольными образовательными учреждениями, конкурс чтецов. И вот перед вами победители этого конкурса. Они выучили одно стихотворение на всех для того, чтобы прочитать. Здравствуйте! Здравствуйте! Ясмина, начинайте. Ясмина, начинайте. Спасибо, деда, за победу, за все военные года, за то, что он за нашу землю в атаку смело шел всегда. За то, что годы молодые не пожалел он потерять. За то, что родину не дрогнув, ушел мальчишка защищать. За то, что не было там трусов среди друзей однополчан, узбеков, русских, белорусов, грузин, татар и молдаван. За то, что грудь свою подставил под пули, бомбы и штыки, освобождая нашу землю, деревни, села, городки. За то, что плакал, как мальчишка, когда друзей он хоронил. За то, что памяти погибших в душе и сердце сохранил. За то, что мы живем на свете без взрывов, бомб и без стрельбы. За счастье жить, как вольный ветер, не зная ужасов войны. Спасибо деду за победу от всех российских матерей, за то, что он во имя мира собой закрыл чужих детей. Уходит в вечность ветераны, отцы становятся мудрее, и встали внуки на защиту России, Родины своей. Хорошо, внимание. Спасибо. Праздником вас. Спасибо. Молодцы. Здесь вот мы с вами видим ветеранов, которые у нас города Уфы. А вообще эта выставка рассчитана на то, чтобы ветераны со всей республики, каждый в своем муниципалитете, по правую руку. Это детская художественная школа номер 1 имени Алексея Кузнецова. Здесь представлены работы учащихся. То есть это война глазами детей по фильмам, по книгам. В общем-то, детское творчество, чтобы никто не забыл, то есть чтобы дети наши тоже знали, что это такое. Далее по ходу движения перехватывают эстафету Уфимская детская школа искусств имени Пегова. Также был проведен конкурс рисунков, и тоже дети, учащиеся школы, представили свои лучшие работы. В общем-то, сегодня могут посмотреть эти работы все желающие. Это площадка филологического центра, где есть служебные собаки. То есть это те собаки, которые работают, те собаки, которые служат на благо Родины нашей. В общем-то, вы видите, что представлены... Да, конечно, покормили. Вот. Ну, Александр Михайлович лучше... Чечня вместе были, Кавказ. То есть это те собаки, которые занимаются людей, наркотиков. Это, в общем-то, те собаки. А дальше идут, на первый взгляд, декоративные собаки, но наши... собаки, да? Да. Но эти собаки как раз нам и показывают, точнее, их владельцы показывают, что городская управляемая собака должна быть, то есть если вы заводите животное, то вы должны относиться к нему как к родной душе, что это живое все. Ну и чтобы он был в социуме.
Да. Сегодня парк будет наполнен разными программами. Рассчитаны, в общем-то, и музей боевой славы работать будет, и концертная программа, игровые программы. Солдатская каша будет организована, она с 10 утра будет работать. И будет одна из самых любимых наших площадок, самая популярная площадка, это площадка майского вальса. Республика Башкортостан, город Уфа, проспект Октября, площадь у Горсовета. Традиционно здесь проходят торжественные шествия. 9 мая – это день особый. Дух другой в нем, трогательный и мужественный. С каждым из ветеранов кто-то в помощь. Так решила администрация Уфы вместе с организаторами. Их привезли, провожали, опекали и увезли домой. Для встречи слева! На краю! Торжественное шествие 9 мая 2021 года в Уфе. 20 парадных расчетов. Прошагали 1519 человек. Прохождение знаменной группы сопровождает рота почетного караула под командованием вице-старшего сержанта Руслана Ахдямова. Военнослужащие Уфимского гарнизона, представители силовых структур, ветераны боевых действий и военной службы, кадеты и юнармейцы. Замыкает тройка самолетов. Пролетает самолет Роланд, пилот, президент Федерации авиации общего назначения России и основатель аэродрома Первушина Сергей Минигулов. Alдағы күндеріміз тыныштық тілеп, алып барығы сіздің дүниеларды менің Радмир Хасанов, группа «Держава». Рахмат, рахмат, ауырмақ, değil mi? Барам. Поздравляем с Днем Победы, Осетии войны. Выражаем большую благодарность за принятие закона. Нормально. Мы сейчас начнем удостоверение потихонечку. Уже изготовили хорошее. Спасибо. А потом начнем вот уже в поликлиниках. Вот это Спасибо. все. Председатель детей войны Полтосов, Спасибо. Спасибо. А вообще дыма не... Мне исполняется 91 год 22 мая. Так, я уже маску одел, все, Да. Спасибо вам большое за праздником. поздравления. Вы всегда присылаете мне. И я еще планирую. Это мое. Это 120 лет. Давайте. Очень правильно. Вперед к победе! Очень правильно. Так ведь? Да, правильно. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо. Доброго здоровья. Ветераны поддерживают. Да, Кадир. Поклонись со своей седой головой. Мотор иштейм, ног иштейм. Карина Владимировна меня ига келип кетти өткөн жыл. Поздравила как два участника войны, дети войны. Вот дети войныга молодец. Уже удостоверение нашли. Шул хаты бир доволен. Падаларын да берсен. Шуну гана тилейм от имени всех. Спасибо. Вы гордость не только Башкирии, всей России. Молодец, вы отличались, будете отличаться. Мы надеемся, что вы правильный путь берете, как Владимир Ленин. Ура! Молодцы. С праздником вас, уважаемые Ради Фарид Хабиров.
Молодцы. Дай Бог вам здоровья. Самые достойные. Спасибо. Очень, доброго здоровья. Очень даже. Гордимся мы вами. Точно. Спасибо. Спасибо. Разрешите, как комендант и начальника гарнизона, с вами сфотографировать. Красиво сделали, парад, это прелесть, за все года первый раз. Спасибо. Ой, так благодарна прям, дай Бог Спасибо. вам здоровья, до 100 лет и больше. И вы тоже долго Да, живите и не болейте. спасибо. Очень хочется узнать ваше мнение сегодня. Уф, ну вот я, получается, это для меня второй, да, парад, потому что в прошлом году мы его не проводили. Но, во-первых, он стал лучше в организационном плане, вот и военные эксперты это отмечают. И, ну, наверное, вообще мы все соскучились все-таки вот по таким формам нашей жизни и по парадам, по общению. Народу очень много собралось. И все равно мы немножко подсократили какие-то мероприятия, потому что настороженность определенная по коронавирусу есть. Но я вот всем ребятам, своим коллегам, которые занимались этим, оценку 5 поставил. Я редко ставлю пятерки своим коллегам, но вот это то, что называется 5. Ну и настроение, конечно, и ветераны наши. Вот я как-то говорил, я глав просил, чтобы максимально они уделили внимание сегодня людям. У нас же подобные мероприятия по всей республике проходят. Ну а все-таки парад, вот посмотрим. Я очень хочу, чтобы у нас было больше военной техники. Дети же смотрят. Я думаю, что вот тот пацан, который посмотрел отсюда и постоял, он уходит отсюда уже с правильным пониманием Родины и что ее надо защищать. Перевушинцы сегодня отличились. Молодцы, да. Но мы еще сюрприз для уфимцев приготовим другой на следующее. Борис, еще вопрос. Башкортостан не был оккупирован в годы Великой Отечественной войны, но мы очень много отдали Родине. Мы и в тылу трудились, и поставляли двигатели, и люди Но сколько именно нас поэтому президент нашей страны принял решение, что Уфа – город трудовой доблести. Поэтому, город трудовой доблести. Да, поэтому мы очень, во-первых, признательны, но это такая абсолютно правильная оценка того, что Уфа сделала, Башкирия сделала для войны. И плюс ко всему тот указ, который мы не так давно приняли, вы его подписали относительно тружеников тыла. Детей войны. Относительно детей войны, ведь он тоже Но очень вы сами важный. же видели? Подходили, Каждый, благодарили. кто подходил, благодарил за это. Все-таки вот мы иногда считаем деньги, а забываем, что люди не про деньги порой, а люди про признание их статуса, что вот они есть, они такие, они испытали невыносимые практически условия жизни на тот период. Они голодали, они работали с утра до вечера, у них тяжелейшее детство было. Поэтому вот мы такое решение приняли, и мы уже удостоверение подготовили. Значит, после выдачи удостоверения мы будем смотреть, там есть ряд небольших пока мер им поддержки. Это без очереди в наших лечебных учреждениях, что очень важно. Я буду проводить специальное совещание с Минздравом. Ну и потом будем считать деньги, потому что там предполагаются разовые выплаты ежегодно. Будем стараться, чтобы они все-таки что-то получали от нас. Ну и год здоровья и активного долголетия, Да, он в этом году. Это все вместе, да. Все вместе. Да, Спасибо, с праздником. Спасибо.